Когда был проведен первый день матери? Чем отличился Петроградский отряд скаутов? И когда отмечается введение? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Мама – особенный человек в жизни каждого из нас. Человек, давший нам жизнь. В календаре российских праздников есть специальный день, посвященный матерям. И это далеко не 8 марта, к которому мы давно привыкли. Специальный праздник для матерей вполне официально отмечают в последнее воскресенье ноября. День матери в России появился еще в начале 1998 года. Как говорилось в указе главы государства об установлении Дня матери в России, этот праздник появился для повышения социальной значимости материнства. Указ 1998 года только закрепил в официальных документах праздник, существовавший к тому моменту ровно 10 лет, и сделал его официальным. А зародился наш российский День матери еще в советские времена, в 1988 году. Такой день в календаре подчеркивает статус мамы. В Российской империи День матери впервые был проведен 1 декабря 1915 года в первом Петроградском отряде скаутов по инициативе главного инструктора скаут-мастера Рагнара Фернберга. День матери в России призван к поддержанию традиций бережного отношения к женщинам как настоящим или будущим матерям. Этот праздник служит делу укрепления семейных устоев и особо отмечает значение матери как человека, дающего новую жизнь. Задумываясь о материнстве, нужно сказать, что это действительно великий подвиг. Всю себя отдавать на вынашивание, рождение и взращивание своих детей. Так должно быть. Господь при творении женщины именно такое благословение дает ей. И вновь мы вспоминаем заповедь о том, что женщина спасается чадородием. И в этом очень много, эти слова очень много значат. Это преодоление собственного эгоизма, преодоление собственных привычек, амбиций ради того человека, который возникает на свет. Кто был мамой, тот знает, как это происходит, сколько сил уходит у женщины для того, чтобы этот ребенок рос и в будущем стал настоящим человеком, настоящим христианином. Православие относится с особенным почтением к празднованию Дня матери. Труд женщины в воспитании детей и каждодневной заботе трудно оценить. В противовес иудаизму, например, где есть такая молитва, когда мужчина молится: «Господи, славлю Тебя, что Ты меня сотворил не животным, не язычником и не женщиной». В христианстве ничего подобного мы не видим. Напротив, мы говорим, что самый великий человек, когда-либо рожденный. Сегодня мы величаем этого человека, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Это Дева Мария. И поэтому сегодня всем остальным женщинам мы воздаем подобную честь, зная, что без них наш мир не мог бы принять Спасителя. И в православии, в христианстве в целом отношение к женщинам почетное и уважительное. И если женщина не выполняет каких-то тех функций, которые выполняет мужчина, это не потому, что она не способна или недостойна для этого. Просто у нее свои особые функции, своя особая роль. И Господь говорит о том, что женщина спасается чадородием. Ведь это особый подвиг – быть мамой, всю себя отдавать на рождение, воспитание, взращивание ребенка для становления новой полноценной личности. Православие высоко оценивает роль женщины в ежедневном подвиге служения семье, своим близким, подвиге милосердия, возвеличивая женщину-мать.
Женщина в семье, ну, как некоторые говорят, это не просто ангел кухни, вот, это все-таки служение диакона. То есть, если муж – это служение священника, то жена – это служение диакона. Она помощница мужа, она выходила замуж. Поэтому она должна стоять не впереди, даже не рядом, а за своим мужем и прикрывать ему тыл. Но в то же время мы убираем, нормальный мужчина убирает свою жену за себя, потому что это слишком дорогой сосуд. Это хрустальный сосуд, чтобы выставлять вперед. Вот представьте, мы берем в руки хрустальную вазу и бредем где-то по горе, по скалистой местности, спотыкаемся, падаем, она разбивается. Склеить можно, но уже будет не та красота. Поэтому нормальный муж убирает назад эту драгоценность и сам идет впереди. Упал, споткнулся, разбил себе руки, лицо – это его проблемы. Но зато ваза сохранилась. И вот этот принцип вот как раз получается в семье. Жена сзади, слишком дорогой сосуд. Поэтому женщина, когда вас называют, как бы, ну, некоторые люди вторым по счету в семье, это не значит, что вы второго сорта. Нет, вы слишком драгоценны, чтобы поставить впереди мужа. Мать учит ребенка доверию и любви, с которыми он будет воспринимать весь мир. Мама должна быть доброй, с взаимопониманием, любящая. Мама должна быть заботливой, любящей. Она должна любить своих детей, своего мужа, детям своим показывать ласку, чтобы они не были агрессивными, чтобы она объясняла им, что можно делать, что нельзя, чтобы она не кричала на своего мужа. Жена должна заниматься хозяйством по дому. В начальное время рождения детей, заниматься ими, естественно. Вот. Чтобы всегда помогала мужу, поддерживала его тоже. Взаимопонимание, чтобы было. Жена должна быть в меру адекватной. То есть, если ты косячишь, даешь какой-то повод для раздражения, что ли, то она не должна сразу срываться, начинать кричать, ругаться, ссориться, бить посуду. Нет, она должна такая сесть, подумать. И если ей что-то непонятно, то задать вопросы может. Иногда промолчать, когда ты сам взведен и не замечаешь этого. Уже 1000 лет православные люди создают историю и культуру в разных странах и эпохах. Сегодня мы пытаемся привить любовь к православной культуре и подрастающему поколению. При этом важно воспитывать правильное отношение к своему внешнему виду. Важно заложить религиозное чувство в сторону скромности и уважения к себе и окружающим. Должна ли православная женщина особое внимание уделять своей одежде, своему внешнему виду? Нередко можно услышать, неважно, как выглядишь внешне, главное – иметь веру в душе. Но внутренняя и внешняя жизнь в человеке взаимосвязаны, и внешний вид оказывает влияние на внутренний духовный облик, особенно у женщины. Облачаясь в мужские одежды, женщина забывает предназначение, данное ей Богом, деторождение, и начинает стремиться к другим идеалам – учебе, карьерному росту, богатству, славе. Проходят годы, и умная, успешная, но бездетная женщина начинает чувствовать себя несчастной. Сама женщина страдает от того, что утеряла высокие, редкие, по естеству только ей свойственные качества. Женщина становится более гордой, грубой, надменной, раздражительной. И сегодня такое понятие, как целомудрие, становится уже непопулярным. Причина этого кроется и, в частности, в искажении внешнего вида женщины, ее одежды. Требования к внешнему виду, которые в современном мире называют дресс-кодом, привычны для православной женщины. Платье для церкви должно быть скромным и опрятным, и верующий человек воспримет это как данность. Не зря сам термин произошел от слова «дресс», основным значением которого является платье. Женщина – это, знаете, это красота Божия. Я вот просто не перестаю удивляться, насколько наши милые женщины красивые в любом возрасте. Вот на кого ни посмотри, все красавицы.
Вот просто, знаете, вот душа радуется. Я, может быть, как художник еще говорю, не знаю. Но вот я смотрю, допустим, на лица, на фигуры. Вот, но что мне, вот, как сказать, как мужчине больше импонирует, когда барышня приходит в юбке или в платье. Платье, юбка подчеркивают женскую красоту. Потому что они дают женщине в этом случае какую-то тайну, сокровенность. А когда барышня там в обтяжку штанишки надела или там короткую юбку, там все видно, там как-то уже пошло и противно, и уже не то. А когда юбочка, вот, и там бантик, допустим, или косичка заплетена, тут все какая-то солидность, строгость, скромность и тайна. Вот, как в песне, опять же, пелось, да? Должна быть в женщине какая-то тайна, быть какая-то. Вот это должно быть в наших барышнях. Вот. Но тайна все-таки сокровенная, душевная, постигая которую мужчина бы становился с женщиной одним целым. Ну и женщина, конечно, постигая мужчину тоже, становилась с ним одним целым. Вот это, в принципе, конечно, было бы здорово. Если бы мы сумели добиться вот этого, чего раньше наши предки делали, было бы вообще замечательно, кажется. Внешний вид верующих, одежды, убранство храма, по словам святых отцов, имеет большое значение, как и вообще эстетика в церкви. Православие – это не убожество, это красота жизни. Православие не заставляет нас одеваться в мрачные серо-черно-коричневые тона, считает патриарх Кирилл. Православная женщина должна выглядеть так, чтобы угодить Господу, быть примером для детей и окружающих, и нравиться супругу. Одежда православной женщины красива и элегантна. Она предполагает быть целомудренной, то есть не вызывать соблазнов и не провоцировать, а также соответствовать полу, возрасту и положению. Только убирается все то, что может повредить скромности. Декольте, разрезы, длина выше колена, прозрачные обтягивающие ткани. Одним словом, здесь могут объединяться современные тенденции в моде с православными канонами женской одежды. Бесспорно, духовная жизнь должна быть на первом месте. Но это не значит, что нужно пренебрегать своим внешним видом и ходить с унылым лицом, облачившись в темные, бесформенные, неприглядные одежды. Этим мы ни на сантиметр не приближаемся к Богу, а скорее отталкиваем от веры окружающих нас людей. Ведь когда приходим мы в храм, мы своим внешним видом можем выражать свою любовь и почтение к Богу, к святому месту, а также к людям, которые пришли в храм на праздник встречи с Богом. И важно найти золотую середину, чтобы выглядеть и благочестиво, и празднично, и радостно, и опрятно. Потому что наша вера православная – это вера радости, надежды на милосердие Божие, отсутствие уныния. И важно, чтобы окружающие нас люди это понимали. И мы можем проповедовать Господа своим внешним видом.
Берегите, любите и уважайте своих мамочек. Делайте все, чтобы они могли вами гордиться. Делитесь с ними все их радости и беды. Звоните им не только по выходным, а каждый Божий день. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого не придумали, лишними они не будут. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии – так полностью называется праздник, который Русская Православная Церковь отмечает 4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы – праздник, который пришел к нам из церковного предания. Введение во храм – это историческое событие. Мы знаем, что Яким и Анна долгое время были бесчадны, то есть у них не было детей. И вот, когда они молились, очень много, и очень усердно было такое им от Бога знание о том, что у них родится ребенок. И когда они это обетование получили, то есть когда они об этом узнали, то Анна сказала, что, про себя, что если родится ребенок или мужского, или женского пола, без разницы, то она его даст на служение Богу. И когда прошло это время, она родила Пресвятую Богородицу, и проходит несколько лет, а точнее 3 года, и у них стоит как раз перед ними это выполнить свое обещание, стоит перед ними это дело, что-то надо сделать. И, конечно же, вы понимаете, даже сейчас это трудно сделать, потому что сейчас и детей много, сейчас и детей можно, допустим, не получается тебе хирургическим путем или еще как-то много путей можно ребенка зачать и родить, можно ребенка взять от кого-то. В еврейском обществе там было, конечно, по-другому. Это сам факт бесчадия, он рассматривался как будто неблаговоление Божие на человека. Потому что Господь обетование дал же Аврааму, что населюсь и многочадием племя Авраамова будет награждено. И когда у тебя нет детей, а вокруг у всех дети, еще тем более много времени это проходит, и вроде бы ты хороший человек и ничего плохого не делаешь, а у тебя такая проблема, и люди на тебя начинают смотреть уже по-другому. И когда эта радость великая для людей, они получили дочь, и тут уже им надо какое-то время, им надо давать ее. Но понимая, что этот подарок Божий все-таки, они не могут просто так к этому отнестись, как или забыли, или не помнят, или еще что-нибудь, да? Они все-таки приводят Пресвятую Богородицу в храм Иерусалимский. Была процессия такая, шествие, собрались все, это торжественное такое событие было, все-таки. Не каждый раз такое происходит, и таких событий-то в жизни народа еврейского-то не было практически. Знаковых, потому что люди жили бесщадно, потом седины уже 70 лет человек рождает, потом отдает и посвящает ее жизнь Богу. Для людей это был какой-то такой знак. И, конечно же, все собрались, и в процессе такой они пошли в Иерусалим, пришли к храму, и эти ступени, там 15 ступеней, родители ставят ребенка на 1-ю ступень, Пресвятая Богородица Мария, она по ступеням взлетает просто-напросто. Мы сами не видели, но как описывают эти события, скажем так. То есть она по ступеням взлетает, и по преданию первосвященник Захарий был отец пророка Иоанна. Он ее встречает и вводит во святая святых. Мы все знаем, что во святая святых 1 раз в год ходил только священник, ходил там, и только первосвященник ходил, и все, больше никого не ходили. И он вводит ее во святая святых, еще этим показывая, что этот ребенок необыкновенный, то есть не такой, как все. И, конечно, это, с одной стороны, это такой бальзам родителям, что
вот это, как бы, это, ну, жертва, это все равно их жертва какая-то. Они отрывали ее от себя 3 года ребенку. Мы знаем, что 12 лет она находилась в храме Иерусалимском, вот, по преданию изучала Святое Писание, вот, молилась, занималась рукоделием. Ну, вот источники тут по-разному говорят, что некоторые говорят, что она во святая святых все время находилась практически, вот, и питалась тем, что архангел Гавриил ей пищу приносил. Но некоторые источники говорят, что она при храме в каком-то помещении находилась с девушками, которые там тоже какие-то находились, и вместе с ними. Ну, то, что она там молилась, и то, что она там работала, то, что она там училась, как раз вот это и те и другие источники, они друг друга не противоречат. То есть мы видим, что ребенок проводит свои дни в молитве, ребенок свои дни проводит в труде, ребенок свои дни проводит в учении. И для нас это пример, для родителей, чтобы мы тоже своих детей не просто так вот, как сам по себе, там, пускай там или за компьютером сидит, или еще бросали, чтобы мы их учили, чтобы мы их учили молиться, и чтобы мы их учили трудиться. Потому что без вот этих, без 3, видите, что может сделать молитва, труд и учеба. Праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, его смысл можно точнее понять из кандака, который поется в этот день. «Пречистый храм Спасов днесь вводится в дом Господень, благодать сововодящая». То есть Пречистая Богородица называется храмом Господним. И действительно, ведь она станет в будущем матерью самого Христа, Бога-человека. И Христос будет в ней как в храме, как в том месте, где бывает исполнение присутствия божественной благодати. И вот она, будучи этим храмом в будущем, сама сегодня приходит в храм. Этот праздник показывает нам и место человека перед очами Божиими. По слову апостола Павла, каждый из нас должен стяжать благодать Святого Духа, и тело каждого человека – это храм. Он так и пишет в своем послании: «Не слышали, что каждый из вас есть храм живущего в вас Духа Божия». То есть праздник введения во храм Божией Матери говорит, во-первых, о высоте ее призвания. Она, предназначенная стать местом вселения самого Бога, Творца Вселенной, сегодня приходит в храм для того, чтобы посвятить свою жизнь на служение Богу. Но и каждый из нас призван, каждый в своей мере подражать ей в этом, для того, чтобы и нам с вами получать благодать Святого Духа, чтобы Он обитал в нас. И это мы достигаем путем честной и чистой христианской жизни. В день введения во храм Пресвятой Богородицы проходят праздничные богослужения. Священнослужители одеваются в белые или голубые облачения. Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на рождественский пост. Его также называют Филиппов пост.